столице Якутии внедрена новая система питания школьников. Как проконтролировать, что именно купил ребенок в школьной столовой и насколько питательной оказалась эта еда, и во сколько обойдется питание школьника в целом. Подробный разбор на эту тему представляет Юлия Великодная. Сегодня каждый субъект сам решает, чем и как часто надо кормить детей в общеобразовательных и дошкольных организациях. Единых стандартов и требований на федеральном уровне нет. Существующий 44-й федеральный закон в госзакупках регламентирует правила выбора поставщика продуктов, которые из-за разницы в стоимости не всегда могут быть местного производства, как хочет этого заказчик. В Якутии же, согласно указу, финансовое обеспечение лежит на госбюджете, деньгах муниципального бюджета и доплаты родителей. Между тем, перевести контроль за питанием в школах с директора учебного заведения на уровень муниципального руководства призвал президент Владимир Путин. Ну а пока Якутск может похвастаться новой системой питания школьников. В 2017 году был запущен проект lk14.ru. Каждый школьник получил карту, деньги, на которые перечисляют родители, и расплачиваться который ребенок может только в школьной столовой. Работает это следующим образом. У каждого участника проекта, родителя, учителя, сотрудника образовательного учреждения открыт свой личный кабинет, через который можно в онлайн-режиме отслеживать все происходящее. Сколько денег было зачислено на карту, сколько потрачено, что именно приобрел ребенок в школьной столовой, насколько питательно оказалась купленная еда. Сайт ЛК-14 является очень удобным инструментом для контроля питания ребенка. У меня есть дочка, учится во 2 классе, и я могу зайти, посмотреть, что и во сколько поел ребенок. Я захожу несколько раз в неделю и смотрю, что поел ребенок. Но я думаю, будет удобно, потому что все будет на единой платформе, и расписание уроков же там будет, да? Все в одном, все по одному клику, так сказать. При разработке меню соблюдены возрастные физиологические нормы суточной потребности в основных питательных веществах и энергии с учетом проживания детей в условиях района Крайнего Севера. Рацион адаптирован к национальным и территориальным особенностям питания населения региона. Так, в меню включены такие продукты, как жеребятина, якутская лепешка, напитки из местных ягод и витаминизированные печенье с добавлением ягод. Проект создавался на протяжении 3 лет. Авторы провели анализ, работали с научными данными. В каждой образовательной организации при согласовании меню с органами Роспотребнадзора учитываются и возрастные категории детей, и особенности состояния здоровья, и даже особенности социально-экономического развития того или иного района и культуры того или иного района. Например, если у нас в северных районах принято употреблять в пищу оленину, значит, особые сорта рыбы, это предусмотрено, и Санпин позволяет внедрить в меню именно местную продукцию. Сейчас разрабатывается механизм социальной поддержки малоимущим семьям в организации питания школьников по поручению главы республики Айсена Николаева. В Якутии горячим питанием в школах обеспечивается 98% детей, тогда как в среднем по России эта цифра составляет 63%. При этом действующий норматив на питание детей из малоимущих семей в день составляет 31 рубль, а за полярным кругом 35 рублей. В школах республики обучается почти 62 тысячи детей из малоимущих семей. Уровень обеспеченности горячим питанием школьников в Якутии составляет примерно 98%. При этом властям региона ежегодно приходится увеличивать расходы на питание школьников. Средняя стоимость питания в республике составляет 242 рубля в день, завтрак 85, а обед 157 рублей в среднем. При этом учащиеся начальных классов в основном питаются бесплатно.